вообще законны вот эти все розыгрыши с платным участием? Ну, видите, до сих пор, вот даже до этого года у нас не было, да, четкого определения в плане вот такая тонкая грань, гивы, розыгрыши, конкурсы, где это, да, подпадает под нарушение закона, под лотерею, а где это просто невинное, так скажем, какой-то вот просто в рамках конкурса. У нас ведь каждый бизнес, да, в Инстаграме, в соцсетях так или иначе занимается конкурсом. Гивы были всегда на самом деле. 2 года, 3 года назад ТикТоки, те же Жанабыловы, другие есть вайнеры, они каждый раз проводили подобные конкурсы. Сейчас уже, наверное, вот это вот какого-то до своего, как говорится, пика дошло, и общественное негодование, плюс вот эти вот все новые законопроекты. Как раз на днях, вот недели полторы-две, да, вот журналисты, юристы, как раз я там у себя на странице, у нас на Сармеде мы поднимали вопросы и наконец-то добились официального ответа сначала от АФМ, которые известили, что действительно будет проверка, а потом уже Министерство туризма. Почему? Потому что они, оказывается, ответственны у нас за проведение лотереи. Здесь как раз-таки, видите, вопрос был в том, что они под видом как бы там продажи курсов на самом деле продвигали машины лотереи. То есть лотерея была главным козырем, да, вот поводом, почему люди подписывались. А курсы это было второстепенно. И люди покупали эти курсы.